Добрый вечер. Время новостей на АТР. Пятница, 16 февраля. Вы смотрите «Заман». В студии для вас работает София Абляева. Про глобальные вызовы мировому сообществу и агрессии России против Украины. Об этом говорил президент Украины Петро Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам президента, гибридная война, которую Россия ведет против Украины, постепенно превращается в мировую гибридную войну. Порошенко в очередной раз обратил внимание на необходимости миротворческой миссии на Донбассе. Вспомнил про российскую пропаганду и то, что с ней необходимо бороться. На конференцию украинский гарант привез флаг Евросоюза, который был с бойцами в Авдеевке. Кроме того, Петро Порошенко призвал мировое сообщество не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ и не признавать выборы президента Российской Федерации из-за голосования в украинском Крыму. Россия не пришла в Крым, чтобы защищать права людей. Их нарушают повсюду, где есть Россия. И больше всего брутально нарушают в отношении крымских татар. Россия не заинтересована в присоединении Донбасса. Эта территория пострадала от нападения Кремля для ослабления и дестабилизации ситуации в Украине. 6,5 лет тюрьмы и 220 тысяч рублей штрафа. Такой приговор для фигуранта так называемого дела украинских диверсантов Андрея Захтея вынес подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма. Защита готовит жалобу. МИД Украины приговор осуждает. Подробнее Виктор Пономарев. Андрея Захтея признали виновным по 4 статьям, среди которых подготовка к диверсии, незаконный оборот оружия и подделка официальных документов. За это его приговорили к 6,5 годам колонии. Это на полгода меньше, чем требовал прокурор. За то, что Захтей заключил досудебное соглашение со следствием, признал свою вину и отказался от независимого адвоката. Но в июле, рассказывает жена Андрея, оккупанты обещали за это 5 лет лишения свободы. Оксана Захтей считает, следствие не выполнило условий соглашения. Говорит, дело полностью сфабриковано. Андрій дотримав слова. Він виконав все те, що від нього вимагали, скажімо так. Що я знаю, а ще що я не знаю. Крымчанина Андрея Захтея задержали в августе 2016-го. ФСБ обвинила его в участии в диверсионной группе, которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. По версии ФСБ, Захтей на авто должен был встретить диверсионную группу на админгранице с материковой Украиной. Який терористичний акт він міг там виконати, як ми приїхали з дитиною туди жити? Яка нормальна людина буде вести свою сім'ю, щоб поїхати за пару кілометрів зірвати якийсь об'єкт? По этому делу приговор ожидает житель Запорожья Евгений Панов. Он, по версии оккупантов, был задержан во время нелегального пересечения админграницы. Тогда завязался бой, в котором погибли сотрудник ФСБ и десантник. Оккупанты назвали Панова руководителем этой группы. Он на сделку со следствием не пошел. В августе 2017-го приговор по этому делу получил Редван Сулейманов. 3,5 миллиона рублей и 1 год и 8 месяцев лишения свободы за то, что он якобы сообщил о минировании аэропорта Симферополь. Взагалі вся ця справа, яка починалася ще в 2016 році, мала б ознаки якраз політично мотивованої справи, фальсифікації доказів і взагалі незаконних методів слідства, включно з катуванням. І Андрій Захтій не один раз говорив про те, що його катували електричним струмом. Адвокаты Андрея Захтея уже готовятся подать апелляцию. Об этом телеканалу АТР сообщил журналист Антон Наумлюк, который присутствовал в зале суда. Захтей уже заявил через адвоката, что будет подавать апелляцию. Это значит, что условия сделки со стороны, во всяком случае, российских силовиков соблюдены не были. Поэтому, наверное, можно назвать приговор чрезмерным, судя по реакции самого обвиняемого. Министерство иностранных дел осудило приговор. Об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Андрей Захтей пока остается в Симферопольском СИЗО. Виктор Пономарев, Людмила Гарпинич, Асан Аминов, Заман, АТР. Оккупанты в Крыму ищут человека, которого хотят обвинить в организации более сотни одиночных пикетов. Они прошли в Крыму 14 октября прошлого года. Накануне к одному из участников этой акции, жителя поселка Красногвардейска Айдеру Ибрагимову, пришел сотрудник уголовного розыска. Предложил ему подписать документ, в котором четко прописаны обвинения в организации всех одиночных пикетов. Однако в документе не указаны ни имя, ни фамилия обвиняемого. Причину скажи, Айдер, почему ты не хочешь подписывать?
На меня вешают, что я организатор этого. Да ты чё? Я так думаю, что это будет массово. Почему? Потому что в этих бумагах не указывалось моего имени. Были пустые строки для фамилии и имени. То есть тот человек, скорее всего, я так думаю, что кто подпишется, там будет в этих пустых строках описана фамилия, имя, отчество этого человека. В Меджлисе прошла встреча с представителями турецкой политической партии Великого Единства. Гости из Турции, говорят, давно хотели познакомиться с лидерами крымско-татарского народа. Они заявили, что не признают аннексию полуострова и будут на всех международных площадках отстаивать интересы коренного народа Крыма. Мы узнали про то, как живут крымские татары тут в Украине, а также в Крыму. Мы поддерживаем наших братьев и надеемся, что Крым снова обретет независимость и будет принадлежать крымским татарам. Мы также надеемся, что крымско-татарский меджлис вернется обратно в Крым и будет там работать. Россия обратилась в МИД Украины с просьбой открыть свои участки на выборах президента Российской Федерации в нескольких украинских городах 18 марта. Украинские дипломаты считают, что это попытка заставить Украину признать легитимность этих выборов. Подробнее расскажет наша Елена Статюк. Пока МИД рассматривает запрос России, дипломаты объясняют, такие обращения не являются привычной практикой. Традиционно государство только информирует другое о проведении выборов и обращается в правоохранительные органы обезопасить сам процесс. Сергей Борщевский подозревает, Украину втягивают в диалог для легитимизации этих выборов. Я би не давав відповіді на цю ноту. Невідповідь теж є відповіддю. І це оптимальний варіант. И добавляет, в списке городов дипучреждений даже нет Симферополя, так как консульство Россия превратила в представительство своего МИДа. Согласно международной конвенции, Украина никоим образом не может влиять на проведение выборов в дипломатических учреждениях России. Питання визнання чи невизнання виборів президента Російської Федерації, яке відбудеться цього місяця, якщо ці вибори відбуватимуться в Криму. Якщо ми визнаємо ці вибори, значить ми визнаємо аннексию. А также объясняет, Россия не обращалась относительно открытия других участков. Но некоторые депутаты хотели бы, чтобы не было и этих. Росія обійдеться без дільниць тут. І після того, що вони влаштовують вибори в анексованому в нас Криму, то взагалі цим самим вони перетворюють всі ці вибори на фарс. Є відповідний порядок по цьому питанню, коли дільниці, якщо є громадяни іншої держави, вони повинні мати можливість проявити волевиявлення. І тому це повинно бути діяти в рамках закону, який сьогодні діє. Россия нарушает международное право, поскольку собирается проводить выборы президента на территории Украины, то есть в аннексированном Крыму. Это уже основание для того, чтобы Украина не признавала президентские выборы. Это есть основанием для международного сообщества тоже, что такие выборы не могут быть признаны. И тем более абсурдно будет, если Украина будет создавать у себя какие-то выборчие дельницы на своей территории. С правовой точки зрения участки должны открыться. Российская Федерация сломала правовые основы, аннексировав Крым, объясняет член делегации в ПАСЕ. Поэтому механизм, чтобы этого не было, пока только разрабатывается. На сьогодні у нас має бути сформована окрема позиція з цього приводу на рівні не лише парламенту і там заяв політичних сил, а й на рівні Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ. І ця позиція має бути чітка, аргументована, і я переконаний, що найближчим часом ми її побачимо. Украинская сторона едина в следующем. Результат выборов главы Кремля будет незаконным. Елена Статюк, Эльдар Исматов, Заман, АТР. 7 человек, в том числе дети и подросток, погибли в результате аварии в Крыму. В Ленинском районе Крыма столкнулись 3 автомобиля, легковой и 2 грузовых. На место ДТП выехало руководство оккупационного крымского управления госавтоинспекции. Неспокойно было и на дорогах Киева. Там произошла масштабная авария с участием 2 маршруток. Один из водителей пытался обогнать вторую маршрутку. Из-за столкновения микроавтобусы вылетели на обочину.
Одна из них врезалась в дерево, другая в электроопору. В результате аварии оборвала линию электропередач. По предварительной информации, пострадало 12 человек, 2 в тяжелом состоянии. Для того, чтобы достать одного из пострадавших, разрезали автобус. На месте аварии работало несколько карет скорой помощи, правоохранители и электромонтеры. Давай, скоро. Почему произошла авария, неизвестно. У водителя явных признаков алкогольного опьянения нет. Возможно, причиной стало превышение скорости одним из участников дорожного движения, потому что конфигурация дороги здесь довольно сложная, идет постоянный спуск, уклон, и поэтому при превышении скорости удержать, конечно, транспорт довольно сложно. Порвало все, бачите? От. Тут все порвалося і все темно було. Ми зараз спробували там зробити, включили хоч цю сторону. Цю сторону ми зараз не можемо, тому що все, провід порваний. Доступная высшая школа. Крымским школьникам упростили условия поступления в украинские вузы. Кроме того, что у будущих абитуриентов будет больше времени для регистрации на внешнее независимое оценивание, Министерство образования опубликовало список из 35 вузов, готовых принимать выпускников из оккупированного полуострова без результатов ВНО. Подробнее о вступительной кампании 2018 для крымчан смотрите далее. Поступить в вуз только по паспорту уже не мечта, а реальность для выпускников крымских школ. В Министерстве образования составили перечень из 35 высших учебных заведений, которые готовы зачислять абитуриентов с оккупированного полуострова вообще без результатов тестирования. Ми зробили так, щоб їм не обов'язково треба було складати зовнішнє незалежне оцінювання. І в деякі вищі навчальні заклади України вони на певні спеціальності можуть вступити за вступними іспитами. Їм потрібно навчатися українською мовою. І саме цей українознавчий компонент я би радила їм всім в першу чергу освоїти. Чтобы стать студентом по упрощенной системе в этом году, крымчанину достаточно подать в желаемый вуз копию паспорта, пусть даже российского. После 2 экзамена в рамках школьной программы по украинскому языку и истории. И еще один профильный. Государство пошло навстречу молодежи Крыма, говорит ректор Таврического национального университета Владимир Казарин. Потому что образование в Украине дает и диплом, который признают во всем мире, и, главное, международные перспективы. Учеба в крымских вузах – это учеба без возможности стажировок и обменных программ раз. Став частью украинского государственного пространства, они могут получить биометрический паспорт, с которым уже сегодня, без всякой визы, можно поехать в 52 страны мира и познакомиться с ними, в том числе параллельно поступить в Европейский университет. Иной путь к высшему образованию в Украине – поступать на общих основаниях. Если ни один из 35 лояльных крымским выпускникам вузов не по душе, абитуриенту придется зарегистрироваться для участия в ВНО. По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Вадима Карандия, в этом году жители оккупированного полуострова смогут подать заявку в электронном виде. Правда, есть одно условие. Якщо особа здобуває загальну середню освіту на неконтрольованій території і не має документа встановленого зразка, в такому разі такій особі попередньо потрібно звернутися до одного із органів управління освітою, до відділу управління місцевого на контрольованій території на предмет отримання загальної середньої освіти екстерно. Далее все как у остальных, от школьных экзаменов до ВНО. Забот, конечно, больше, чем в случае с упрощенной процедурой, но усилия оправданы. Вместе с сертификатом выпускник получает право выбора. Поступить в этом случае можно будет в любой украинский вуз. Татьяна Сулий, Заман, АТР. Синтез крымско-татарского этноса и регги. Эксперименты с традиционными мотивами. В Крымском доме в Киеве вспоминали творчество группы «Изет» и его лидера Изета Аблязова. Он стал известным в 2004 году после выхода его альбома «Регалия». Аблязова считают автором нового направления в музыке – синтеза крымско-татарского фольклора и ямайского стиля регги. Музыканта нет в живых уже 9 лет.
Для меня было большое открытие, когда он поехал в Крым, и он принял для себя решение, что он будет изучать крымско-татарский язык. Достаточно быстро он его изучил и не только начал им владеть, он начал собирать фольклор, начал ездить по селам Судакского региона, собирать песни у бабушек, и затем он делал эти песни в регги-обработке. Раніше сприймало, що музика Ізета, його творчість, вона занадто вибивається від формату кримськотатарської пісні. Бо дійсно вона вибивається, бо Ізет створив кримськотатарське реггі. Музика Ізета – це музика свободи. Для кримських татар це зараз вкрай актуально. Это все новости к этому часу. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Я желаю вам хороших выходных. Будьте с нами.